отчет правительства республики перед населением завершается, но еще не закончено. Еще в столице республики нас ожидает населенных пунктов. Вы лично тоже объездили целый ряд населенных пунктов в Якутии. Что скажете, может быть, в сравнении, например, с прошлым годом, а какие изменения, отличия этого года? Ну, действительно, сейчас подходит к концу одно из ключевых, наверное, событий из жанров работы правительства Республики Саха-Якутия — публичный отчет перед населением об итогах прошлого года и планах на следующий год. Я хочу напомнить, что в этом году он проводился в 22-й раз. 22 года – это очень серьезная традиция, и мы со всей ответственностью к ней относимся. С одной стороны, мы придерживаемся традиции, то есть, как и в прошлые годы, делегация правительства, которая составляла несколько десятков, 23, если быть точным, рабочих групп, выезжают в каждый район и по возможности до каждого населенного пункта доезжают с тем, чтобы рассказать населению о проведенной работе и свериться по тому, как получается решать задачи, которые население волнуют. С другой стороны, мы все время придумываем новые форматы, которые, на наш взгляд, должны соответствовать запросу нашего населения, потому что, безусловно, отчет делается не для правительства, а для населения. Да. Нужно делать так, чтобы он был максимально удобен. Что мы сделали в этом году? Ну, во-первых, второй год подряд мы начинаем отчет с открытого эфира. Помните, вы модерировали его, вот, трехчасовой марафон. Я, кстати, констатирую все больше интерес к этому жанру. Он все больше вызывает. Без малого 400 вопросов поступило тогда, и мы действительно очень содержательную беседу смогли провести. Кроме того, мы в этом году экспериментировали. Я, например, все свои отчеты, там, где связь позволяла, дублировал прямым эфиром в Инстаграм, в социальной сети. И могу сказать, что особенно в центральной зоне, в заречных районах, в Вилюйской группе аудитория Инстаграм почти была сопоставимой с аудиторией тех, кто сидели в этот момент в зале. Я вот считал, например, в Чорапче у нас сидело там, по-моему, 300 человек. Из Наслегов подключилось еще около 100 человек в общей сложности, и 500 человек было в Инстаграме по максимуму, максимальный охват. То есть мы всеми каналами пытаемся довести информацию, а главное получить обратную связь. Потому что самое главное в отчете — это не рассказать что-то. И так у населения на самом деле избыток, я считаю, что такого информационного потока. Главное услышать. И главное, чтобы на деле создать ситуацию, когда каждый голос, каждый вопрос, каждое предложение будет услышано. Именно поэтому третий момент, на который мы обращаем внимание в этом году, мы все больше ведем таких персональных форматов, приемов граждан. Вот в городе Якутске мы активно опробовали, во всех округах зампреды правительства провели личные приемы. И в районах тоже всегда я обязательно встречаюсь и с населением, и с представителями предпринимательских кругов, чтобы некоторые вопросы, которые люди стесняются на широкую аудиторию транслировать, тем не менее тоже мы могли послушать и обратную связь дать и принять в работу то, что относится к нашим полномочиям. Ну, давайте поговорим о том, где вы лично побывали, в каких районах, какие впечатления, что бы вы хотели отметить прежде всего по результатам этих поездок. Для меня личный отчет очень важный тоже формат, и я в этом году, как мне сказали, такой своеобразный рекорд поставил. Я посетил лично 8 районов с отчетом, 3 было отчетов, 2 отчета в центральной части, город Якутск, Хангаласский район, 1 Заречный, Чурапчинский район, Вилюйский, Верхневилюйский я был, на юго-западе республики, в Алекминском районе, и большое внимание уделил северам Арктики. Я лично был в Нижнеколымском, в Момском районе и в Алаиховском районе. Могу сказать, что в Арктике особый такой интерес вызывает приезд представителей правительства, и такой действительно люди связывают ожидания и видят, что приоритет развития арктических территорий, который декларируется на словах, он не остается на словах, мы реализуем его на деле. И вот чувствуется перелом, психологический перелом восприятия, в том числе и со стороны населения. Если хотим мы этого или не хотим, но раньше была такая некоторая обида, некоторое ощущение забытости и забвения, заброшенности, то сейчас мы планомерно меняем ее, и я могу констатировать, что это отражается и с точки зрения строительства социальных объектов, достаточно активно оно ведется, и с точки зрения новых механизмов поддержки, и вот с точки зрения таких как конкретных вопросов, которые волнуют граждан. Ну, если говорить про вопросы, они, с одной стороны, примерно одинаковые все время, они касаются основных проблем, которые волнуют граждан, а они
те же самые. Это уровень доходов, к сожалению, не всегда достаточный, особенно с учетом стоимости продуктов питания, но вот это то, что волнует особенно северян. Это транспортная доступность. Здесь я могу сказать, что все больше вопросов касаются авиационных перевозок. В центральной части мы активно решаем вопросы дорожного строительства, но вот в отдаленных районах авиаперевозки – это, наверное, тот приоритет, который продолжает волновать граждан. Все больше вопросов касаются интернета. Интернет из роскоши превращается в необходимость, в обязательное требование, условия, особенно молодежи, для того, чтобы они оставались в районах. Ну и большое количество вопросов, на самом деле, вот я могу отметить, касаются сферы культуры, особенно образования для детей, детские школы искусства. Люди воодушевлены тем, что услышали в послании президента Российской Федерации Владимира Путина поручение заниматься детскими школами искусств. И на местах видно, насколько активна и насколько востребована эта сфера дополнительного образования. И думаю, что мы в ближайшее время, конечно, должны будем особое внимание подготовке в сфере культуры и искусства наших детей и создания для этого всех возможных условий уделять. Да, и как я понял, география ваших поездок весьма такая обширная. Вы сказали про Арктику, про отличие местного населения арктических районов, как они восприняли отчеты правительства. Что вы скажете, например, по поводу Вилюйской группы районов, Заречной группы улусов республики? Насколько там настроения разные у людей, как они воспринимают отчет правительства? Ну, настроение в каждом районе, оно несколько отличается. Для меня было очень таким познавательным и поучительным поездкой в Чурапчу, наверное, один из таких классических наших заречных районов. Надо сказать, что я во время поездки стараюсь, конечно, не только сам отчет проводить, но и максимально ездить и по небольшим деревням и селам, и в районных центрах смотреть социальную инфраструктуру, для того, чтобы на отчет приходить не впервые, услышав проблемы или конкретные названия тех или иных социальных учреждений, а уже ознакомившись с ними на практике, встретившись с коллективами и по возможности выработав некоторый алгоритм решения. Такой традиционный, он для меня не был неожиданностью, элемент отчетов, особенно в заречных районах он всегда присутствует, это языковой фактор. Я, безусловно, якутский язык учу и готовлюсь к отчетам, но, конечно, мне все равно приходится, чтобы мне помогали с переводом. Я абсолютно нормально, там была такая дискуссия после моего отчета, я абсолютно нормально отношусь, потому что это ровно то же самое, как то, с чего я начал. Нам нужно делать отчет в той форме, которая нужна нашим гражданам. Если гражданам удобнее вживую встретиться, нужно встречаться вживую. Если удобнее в сети интернет, в сети интернет. Если удобнее на родном языке задать, нам нужно иметь возможность выслушать гражданина и ответить ему для того, чтобы максимально полно и точно донести ту информацию о проводимой работе, которая у нас есть. Вы сказали про перечень вопросов и проблем, которые беспокоят население. По ним, я уверен, приняты и принимаются решения. Как они будут отслеживаться с течением времени или уже ведется по ним работа? Что скажете по итогам этой работы? Я традиционно каждый отчет, каждый вопрос, который задается, потом отслеживаю, чтобы он был обобщен в итоговый перечень. Если говорить про количество, их достаточно много, около 3000 постановочных вопросов собрано в этом году. Из новых подходов, которые я применяю, первое – это то, что каждый из них встает на особый контроль. И я по итогам, прежде чем ехать в следующем году, обязательно смотрю, какой прогресс мы в предыдущем году смогли достичь. И в целом на таком особом контроле держу. С другой стороны, мне кажется очень важным сама формулировка задач, потому что, безусловно, некоторые вещи их нельзя решить в течение одного года. И нам, я такую установку даю сейчас ответственным министерствам, которые сейчас формируют саму формулировку вопроса, чтобы она была реализуемой или разбита на некоторые этапы. В 2020 году делаем приоритет, допустим, разработаем проектно-сметную документацию, а уже с 2021 года работаем для того, чтобы получить финансирование. Не сразу пишем «решить вопрос строительства», «построить». Понятно, что построить объект за один год нельзя, и в результате часто и у граждан возникает ощущение, что нету движения.
и у ответственных должностных лиц возникает ситуация, ну, все равно же невозможно построить, значит, можно вообще не заниматься. Вот это абсолютно неприемлемый подход, поэтому мы таким образом формулируем сами задачи в итоговом протоколе, чтобы из них следовал алгоритм, чтобы у граждан было понимание, да, мы не смогли решить за 1 год, но мы движемся в этом направлении, мы осознаем значение тех вопросов, которые ставятся, и мы планомерно, поэтапно, последовательно двигаемся к решению этих задач. Владимир Алексеевич, спасибо. Мы сейчас продолжим. Позвольте, сейчас я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что у вас есть абсолютно уникальная возможность дозвониться в наш прямой эфир и задать свой вопрос премьер-министру Республики Владимиру Викторовичу Солодову. Номера телефонов 32 2066 и 32 11 66. Прямой эфир. Вопросы к председателю правительства Владимиру Викторовичу Солодову по итогам работы правительства за 2019 год. Мы обсуждаем сейчас итоги отчета правительства. Владимир Викторович, вы сказали, что отчет правительства прежде всего для населения республики, а не для представителей исполнительной власти. Какую оценку дает, собственно, население работе правительства на местах по работе разных делегаций правительства? Ну, я тут должен сразу еще более точно сформулировать, что, конечно, он для населения, но это не значит, что он не имеет пользы для органов власти. Наоборот, я считаю крайне важным и полезным для нас, для чиновников, выезжать на места и, что называется, в поля, на практике ознакомиться с тем, как действительно живут люди, в каких условиях они существуют и что их волнует больше всего. И сам факт, что не мы принимаем только в доме правительства и в городе Якутске, а мы на место выезжаем, он психологически очень важен. Я не считаю принципиально важным, чтобы по итогам отчета была некоторое ранжирование, рейтинг или сравнительная оценка тех или иных выезжающих делегаций, потому что ведь все районы находятся в разных ситуациях, и однозначно сравнивать, например, Алаиховский район и Чурапчинский район по тому, сколько людей пришло на отчет и насколько решаются вопросы, это не всегда показатель именно той группы, которая выехала. Изначально условия абсолютно несопоставимы, они разные. Нельзя сказать, что одно лучше, другое хуже. Важно, чтобы был диалог, важно, чтобы было понимание движения, чтобы было понимание того, что это не как горох об стенку вопросы граждан, а что мы их слышим, ранжируем, выбираем приоритетные вместе с руководством района и по ним планомерно движемся по решению. Вот как раз послушаем вопрос. Сейчас от населения к нам поступил первый звонок. Пожалуйста, вы в эфире, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, город Якутск. Меня зовут Николай Николаевич Новгородов. Очень рад, что есть такая возможность задать вопрос. И мой вопрос такой. Вот все мы, жители республики, видим, что федеральные автомобильные дороги строятся, мосты строятся, это очень хорошо. Но вот насколько, так скажем, выполняются планы или какими темпами идет строительство автомобильных дорог республиканского подчинения, потому что вот мне 59 лет, а деревня Анер в Усть-Алданском улусе, от Якутска, если ехать туда, 150 километров всего. И за 59 лет какая была транспортная доступность, такая она на сегодняшний день не имеется. Ничего не меняется в этом плане. Тем более, что стационар от больницы, который там имеется, он превращается просто в амбулаторию. И в условиях, когда автомобильных сообщений не будет с барагонцами, то некоторые больные будут очень в тяжелом положении. И второй вопрос касается газификации. Тоже как выполняются планы по газификации центральных улусов и какими темпами это все дальше будет продолжаться. Потому что никто не ведает вопросами, когда в Усть-Алданский улус придет газ.
Вот в таком плане у меня вопрос. Спасибо за звонок. Спасибо, Николай Николаевич, за ваши вопросы. Ну, смотрите, по транспортной доступности я могу сказать, что не только федеральные трассы активно строятся, мы в целом по дорогам активную работу проводим. Я как пример могу привести, он, правда, не из Усть-Алданского района, из другого района. Вот я вот был в Кабяе, Кабяйский район, и мне говорили, что раньше дорога в Кабяй практически занимала весь день. Мы доехали, ну, уже стояла зимняя погода, буквально за меньше 5 часов, 4,5 часа, и в сентябре дорога уже будет завершена в круглогодичном исполнении, и это, ну, такое радикальное изменение транспортной доступности, оно влияет в том числе и на схему оказания медицинской помощи, вы совершенно правильный пример приводите, потому что, например, в больнице в Кабяе будет возможность лабораторные анализы отправлять просто в Якутск, и это будет, ну, в течение одного дня, на самом деле, туда-сюда может машина съездить и уже получить результаты. Не обязательно будет ее держать там на месте. Вот. Ну и ряд других моментов, он принципиально решается с развитием транспортной доступности. Или вот из заречных улусов тоже пример, когда в Чорапче я был, местные жители вспоминали, что еще буквально 15-20 лет назад, а самым ярким впечатлением была очередь на самолет Ан-2, был безумный дефицит мест для того, чтобы попасть в Якутск. Сейчас для молодежи самолет из Чорапче в Якутск выглядит как какая-то абсолютно устаревшая история, невероятная, поскольку вот она дорога, вот она планомерно переходит в бетонное исполнение, и уже к 2022 году полностью дорога от Нижнего Бестяха до Чорапчи будет в асфальтобетонном исполнении. Что касается конкретно Усть-Алданского района, я на заметку возьму и обратно потом связь дам, вот, потому что понятно, что у меня нету сейчас под руками полной схемы строительства, но в любом случае мы каждый год в рамках Дорожного фонда республики на конкурсной основе среди муниципальных районов распределяем достаточно серьезное финансирование, и здесь больше мяч на стороне районов, потому что все зависит от того, что район должен качественную заявку подготовить и потом ее реализовать. К сожалению, у нас во многих районах, не буду называть, так скажем, аутсайдеров, мы выделяли средства приличные, там где-то 100 миллионов, где-то 150 миллионов, а они были освоены на треть или на 2/3. И, к сожалению, такая ситуация тоже часто. Вот, нам нужно повышать вот эту совместную эффективность работы, и тогда четкий план на уровне района делать по приоритетности дорожного строительства. Все дороги мы единовременно не построим, но нам нужно как раз до жителей, до таких интересующихся людей, как вы, Николай Николаевич, доводить, в какие сроки и как мы будем решать вопрос транспортной доступности того или иного населенного пункта. Что касается газификации, ситуация примерно такая же. У нас, к сожалению, последние несколько лет средства на газификацию не выделялись вообще. Вот. С этого года мы эту ситуацию переломили. В этом году, если мне не изменяет память, 70 миллионов будет выделено на газификацию. Но опять же, мы здесь по приоритетности распределили. Первый и приоритет наш – это решить газификацию тех населенных пунктов, которые уже начата, ну, например, где есть магистральный газопровод, нету внутрипоселковый, или наоборот, есть внутрипоселковый, нет магистрального. Вот, в Бердигистяхе мы закончим, и в ряде заречных районов, там, где уже подведена частичная инфраструктура, ее завершить, чтобы средства, которые мы уже потратили, направили на эти цели, работали с полной отдачей. Для нас приоритетным остается вопрос, связанный с газификацией населенных пунктов вдоль газопровода «Силы Сибири», потому что там есть софинансирование со стороны «Газпрома», и, конечно, нам нужно обеспечить это Алёкминский район, это часть населенных пунктов Нерюнгринского района, вот, там, где и так магистраль идет, и нужно просто ее довести до людей, что называется. Вот. Но есть планы и по газификации других населенных пунктов. Единственное, здесь я тоже хочу сказать, что мы такой дифференцированный подход применяем, и вместе с районом будем считать, где выгодно строить магистральный газопровод, где, например, в силу наличия транспортной доступности и достаточной удаленности лучше делать так называемую локальную газификацию, когда строится газгольдер, и потом газ есть из сжиженного природного газа, производство которого наращивается сейчас в республике. Поэтому планомерно мы эту работу будем продолжать. Буквально
В этом месяце создано агентство по промышленного развития на базе «Стройсельгазификации». Она будет этими планами заниматься, публиковать их в общем доступе и в ближайшее время на сайте Министерства промышленности и геологии и вот нового агентства вы сможете увидеть все планы с примерными годами и сроками реализации вопросов газификации. Спасибо. Еще один звонок, прям следом сразу зрители, радиослушатели к нам выходят на связь. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Викторович. К вам обращается пенсионерка Федорова Мария Николаевна, дети войны. Здравствуйте, Мария Николаевна. С большим уважением, Владимир Викторович, я обращаюсь к вам от имени жителей Иньяк. Иньяк Алекинского района – это очень старый поселок, родина летчика соцтруда Валерия Кузьмина. Живут его родственники, праправнуки. Я поэтому к вам с большим уважением обращаюсь, Владимир Викторович. Жители вот несколько лет Иньяк нас пропускает правительство, отчетная комиссия. Мы давно их не видели. Нас 2 человека, 3 человека дельгей вызывает. Это проблема, решать проблему нашу очень маленькая. У нас между Дельгеем и Иньяком, Иньяк дальше Дельгея, по матушке Лене реке вверх, 18 километров между нами. Но между Дельгеем и Иньяком мешает речка Белях. Поэтому у нас весной и осенью абсолютно мы остаемся заброшенные без дороги. Поэтому обратились бы к вам, когда вот отчетные проезжали, остановились бы, задали больной вопрос. К большому сожалению, и нынче не были, и в прошлом году тоже не были, и те года не были. Вот у меня удивительный такой к вам вопрос, Владимир Викторович, уважаемый. Почему они нас минуют? Спасибо за вопрос, Мария Николаевна. Мы стараемся, как я уже сказал, по максимуму доехать, но действительно, ограниченность транспортная и ограниченность по времени, она вот совсем маленькие населенные пункты не всегда позволяет нам вживую охватить, но вот в том числе сегодняшний эфир поэтому важен, потому что я принял ваше обращение, Мария Николаевна. У меня вообще, как у самого видения, что нам не нужно ограничивать отчеты правительства только вот периодом февраль-начало марта, а нужно в течение всего года заниматься с тем, что мы в плановом порядке в районы, куда ездим, в небольшие населенные пункты, встречались с населением и проводили тот же прием, и также на вопросы отвечали и фиксировали их для работы. Поэтому у меня в любом случае, я запланировал еще один раз приехать в Алекминский район, в конце лета, скорее всего, у меня выйдет это сделать, Мария Николаевна. Я записал себе Иньяк, я посмотрю транспортную доступность. Просто, видите, я тоже хочу объясниться. Конечно, можно было бы взять мне, когда вот я прилетал, зафрахтовать вертолет, прилететь к вам, но я всегда считаю, сколько это стоит для нашего бюджета, и у меня, я честно вам скажу, волосы дыбом встают, и я поэтому предпочитаю летать только рейсовыми самолетами и добираться до туда, докуда можно по земле доехать. Потому что я считаю, что нам, безусловно, нужно везде побывать, но нужно тоже взвешивать, какой ценой. Но в данном случае я просчитаю маршрут. Летом, я думаю, что до туда по воде можно будет добраться, и поэтому, Мария Николаевна, в график себе поставлю, очень постараюсь, когда в Алекминском районе буду летом, доехать и до вашего села, чтобы встретиться с жителями и вникнуть в те проблемы, которые вас волнуют. Тем более память героев войны Валерия Кузьмина, они, конечно, для нас в этом году, году 75-летия Победы, особое значение имеют. Да, безусловно, очень такой важный момент, да, я считаю тоже. Может быть, стоит, обратить внимание на работу местного самоуправления, местных властей. Давайте об этом поговорим. Может быть, им стоит усилить работу с местным населением, больше быть открытыми, решать местные проблемы, а то население у нас немного привыкло к тому, что вот один раз в год приезжает правительство, делегаты, можно у них там спрашивать, в остальное время тишина. Что бы вы сказали про улучшение работы местного самоуправления? Вы абсолютно правы, что отчеты – это лишь одна из составляющих, важная, но не единственная.
Вот мы на уровне правительства с прошлого года пропагандируем подход открытого правительства. Это прямые эфиры, которые глава республики проводит регулярно в соцсетях. Это прямые эфиры, которые я провожу и проводим министра. И, конечно, будем продолжать такой подход. Но мы одновременно понимаем, что просто банально не везде, не во всех населенных пунктах есть доступ к сети интернет. И не всем нашим жителям удобно и комфортно современными средствами связи пользоваться, поэтому нам нужно в любом случае создавать механизмы, чтобы каждый гражданин имел возможность донести свою точку зрения. Конечно, мы не разделяем здесь уровни управления, они вторичные и вообще-то не должны волновать самого гражданина. Вот мне больше всего раздражает, я так могу сказать, ситуация, когда в ответ на запрос гражданина, на конкретный вопрос, начинается выяснение, чьи полномочия, к чьим полномочиям относится тот вопрос. Там поселок говорит, это район говорит поселок, или говорит бюджет, или там органы власти республики, республика ссылается на федерацию, и в итоге все вроде правы, а гражданин стоит как у разбитого корыта и не понимает, ему-то что делать. Поэтому здесь мы должны выступать, брать на себя роль модератора и самим договариваться, объединять полномочия разных уровней и ветвей власти, а гражданину объяснять, в какие сроки мы сможем решить тот вопрос, который он ставит. И, конечно, большая роль здесь у местного самоуправления, особенно, вот я хочу подчеркнуть, у глав районов. Я могу отметить, что в последние годы существенный сдвиг вперед происходит. В основном главы районов очень современные люди с подходом таким именно клиентоориентированным, ставящим во главу угла граждан, и они во многом, их активной позиции и позволяет решить вот эти сложности, связанные и с доступом, доступностью, и с межведомственными нашими, не всегда упорядоченностью. Да. Мы, глав района, всегда поддерживаем. Ни один вопрос на территории района не решается без позиции главы, без его мнения, без его учета. Вот. Уверен, что в перспективе мы только усиливать будем это направление нашей работы. Спасибо. Уникальная возможность, отличная, я бы сказал, задать вопрос премьер-министру республики. Он в прямом эфире НВК Сахаи на радиостанции Татим. Прямо сейчас номера телефонов 32 2066, 32 11 66. Звонки идут одна за другой, буквально беспрерывно. Прямо сейчас мы готовы выслушать очередной вопрос от якутян. Пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Уважаемый Владимир Викторович, вам звонит пенсионер из города Якутска, Яковлев Пантелеймон Григорьевич. Здравствуйте, Пантелеймон Григорьевич. Добрый день. По поводу газификации микрорайона Марха, улица Просторная и Жатайская. В прошлом году официально объявляли и должны были начать газификацию этого района. И пока до сих пор никаких работ не проводится. Вы можете ответить по этому вопросу? Спасибо, Пантелеймон Григорьевич, за вопрос. Но по этому конкретному адресу, микрорайону я сейчас не смогу ответить. Это в большей степени относится к компетенции городского округа. Мы несколько раз обсуждали с Арданой Владимировной Аксентьевой. Понимание есть по движению и по тому, что нужно. Там в основном это приоритетность строительства, разработка проектно-сметной документации, ну и вопросы, связанные с объемом газа, который есть в наличии, и там узкие места в газотранспортной системе, которые у нас присутствуют. Я сегодня зафиксирую ваш вопрос и обязательно с Арданой Владимировной обсужу и обратную связь дам, в какие сроки именно этот микрорайон мы планируем газификацию реализовать. Спасибо. Владимир Викторович, продолжим обсуждать итоги работы правительства за 2019 год. Понятно, у правительства есть понятная стратегия, план работы на 2020 год. Будут ли они корректироваться, исходя из поступающих и поступивших вопросов по итогам отчета? Безусловно, и в этом и есть цель нашей работы. Она двоякая. С одной стороны, получить обратную связь и скорректировать то, что мы делаем. С другой стороны, обеспечить
ну, так скажем, трансляцию, переложить наше видение на территорию, обеспечить, спланировать то, каким образом в территориальной развертке будет реализация тех или иных инициатив. Потому что ведь работа осуществляется не на бумаге. Работа осуществляется в любом случае в поле, в населенном пункте, в районе. И поэтому это тоже задача отчетов. Приведу пример, связанный с транспортной доступностью. Это один из наиболее острых вопросов, который задается. Везде вопрос ставится относительно того, что авиабилеты дорогостоящие, что они, по сути, недоступны и очень сложно воспользоваться перелетами для граждан. Я на практике, покупая сам билеты в тот или иной район, понимаю и ужасаюсь, когда читаю эти цифры, 30 тысяч рублей в одну сторону и так далее, особенно это Арктики касается. И, конечно, вот получение живой информации дает нам дополнительные аргументы, которым мы усиливаем нашу позицию, в том числе в диалоге с федеральными органами государственной власти. Вот по итогам конкретных вопросов, которые задавались в районах, мы приоритетную схему маршрутов сейчас будем дорабатывать. И есть план по тому, чтобы нам с Министерством транспорта Российской Федерации проработать и все-таки добиться решения по субсидированию внутри региональных перевозок из федерального бюджета. Сейчас у нас субсидируются только межрегиональные перевозки. В результате, вот один из вопросов мне задавали буквально на прошлой неделе в Чекурдахе. Перелет Чекурдах-Якутск стоит 30 тысяч рублей, а перелет Якутск-Улан-Удэ стоит 7 тысяч рублей, или 10 тысяч рублей. И люди недоумеют, почему так? Очень просто, потому что межрегиональный перелет между Республикой Бурятия и Республикой Саха-Якутия субсидируется, а внутрирегиональный не субсидируется. Все понимают несправедливость такого подхода, но связано с тем, что просто очень немного на территории Российской Федерации таких регионов, между населенными пунктами которых нужно еще на самолете летать. Это часто не укладывается в логику человека, который привык жить в центральной России, где можно сесть на машину и проехать за день 2-3 региона. Вот. Но мы добиваемся того, что нас слышат, нас понимают на федеральном уровне. Вот как раз в таких мероприятиях, как отчеты правительства, мы вооружаемся дополнительной фактурой, дополнительным мнением граждан, и с новыми силами, с новой фактурой будем отстаивать интересы, в том числе с точки зрения субсидирования из федерального бюджета или нахождения новых механизмов, которые позволят решать те или иные застарелые вопросы. Строительство школ, строительство ФАПов, оснащение сетью интернет. Вот интернет еще один пример, который тоже мы корректируем. По итогам визита в Нижнеколымский район понятно, что приоритетность дороги между Нижнеколымским районом, между Черским, Зеленым мысом и Билибино-Певеком Чукотского автономного округа – это вопрос принципиальный развития района. Если будет дорога, будет развитие. Не будет дороги, не будет развития. Прямо по итогам отчета мы приняли решение о том, что мы уже в этом году направим средства на проектирование дороги республиканские, с тем, чтобы потом с большим основанием предлагать и настаивать на том, чтобы дорога была в федеральную собственность передана, поскольку она носит межрегиональный характер, соединяет два региона, Чукотку и Республику Саха-Якутия. Еще один пример того, как практические результаты были достигнуты в результате работы на отчете и в результате тех обращений, которые во время отчета к нам поступили. Вообще интересная, практика. По-моему, если я не ошибаюсь, только у нас в Якутии вот так практикуется, чтобы прям выездные отчеты вплоть до мельчайших населенных пунктов. Ваш же опыт в федеральном руководстве, в федеральных структурах власти работали. Может быть, интересно, может быть, коллеги ваши, прошлые, бывшие, настоящие, что говорят об этой практике? Может быть, внедрять будут в других регионах страны? Что скажете? Действительно, практика такая, она уникальная, и она вызывает большой интерес. Мой хороший коллега, сейчас губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов, в свое время, будучи первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока, был в Якутии, участвовал в отчете, в Нерингрен приезжал, очень впечатлился и сейчас планирует, в том числе уже став руководителем региона, использовать эту практику. Пользуясь случаем, хочу от него передать привет нерингринцам. Он очень так тепло
всего вспоминает ту поездку по территории республики в рамках отчета. Ну, если серьезно говорить, то действительно, особенно вот Общественная палата заинтересовалась этим форматом, когда у нас здесь они работали, представители в прошлом году, и думаю, что наши соседи будут перенимать этот опыт, хотя одновременно нам тоже нужно смотреть на тот опыт, который у коллег есть, и особенно это касается работы в современных информационных продуктах и, ну, так скажем, вовлечения граждан в принятие решений, проведения общественных слушаний. Мы тоже внимательно смотрим, держим руку на пульсе и стараемся не останавливаться на достигнутом, а все время предлагать и инициативу, совершенствовать и повышать эффективность тех или иных форм работы. В том числе отчет правительства не является исключением. Давайте, например, про это поговорим подробнее в будущем, в следующем году. Может быть, у вас есть видение, как изменить, как улучшить отчеты правительства в ближайшем будущем? Ну, окончательного решения еще нет. Мы сейчас, вот, завершив отчеты, будем рабочей группой сидеть и формулировать предложения, которые на Айсена Сергеевича будем выносить. Но я поделюсь некоторыми своими собственными впечатлениями и предложениями, которые у меня родились. Первое, это, конечно, нам нужно более широко использовать наши возможности специализированных приложений и сайтов. В частности, вы знаете, что в этом году активное развитие получит сайт OneClick Якутск. Он будет в масштабах Якутии функционировать, yakutiy.click называться. И важно, чтобы мы начинали задолго до, собственно, отчета правительства сбор мнений, обратной связи, обращений граждан через этот портал, который, собственно, и направлен на то, чтобы любой гражданин мог сделать обращение, но в течение определенного времени было обработано и решено, в основном в отношении вопросов местного значения. Так вот, важно, чтобы мы заблаговременно начинали анализировать эти вопросы, чтобы они уже у нас копились, и чтобы на отчет мы приезжали уже с подготовленной фактурой. И вообще использование вот портала в следующем году, я думаю, что будет существенно более широким. Второе направление, я думаю, что нам нужно расширять практику прямых эфиров. И я лично и Айсен Сергеевич их в течение года проводим, но мы планируем также, чтобы и зампреды правительства, и министры также подключались к такой модели работы, а также главы районов также включались в эту систему, и тогда система прямых эфиров, прямого общения с гражданами, она станет регулярной, она станет привычной, и отчет правительства будет только таким срезом, на котором мы сверяемся, а само общение идет в течение всего года. Это второе направление. И в продолжении мы в командировке по разным поводам, по разным причинам ездим в районы ведь весь год, поэтому, мне кажется, правильно было бы расширять и временные рамки отчета правительства с тем, чтобы, как пример, Мария Николаевна дозвонилась из дальнего селения Алекминского района, мы в рамках отчета до нее не успели доехать. Из этого села несколько человек просто приехало в более крупный населенный пункт. Но ведь это не значит, что мы в течение года не можем туда приехать и точно так же встретиться с гражданами и такой своеобразный отчет провести. Может быть, даже не называя его отчетом правительства, назвать его прием граждан, встречи с активом, вот это тоже очень важно. И, наконец, последнее. Мне кажется, что мы до сих пор основной акцент всегда ставим именно на взаимодействие с гражданами как просто отдельными людьми, которые живут на территории. Но ведь есть, например, потребности предпринимателей. Вот я тоже встречаюсь, например, вот в Чакурдахе отдельную встречу провел с предпринимателями, они пришли ко мне на прием, прям группой такой, вот, совершенно другие вопросы, на самом деле, профессиональные, которые волнуют предпринимателей, от которых зависит потом и цены на продукты, и доступность продуктов и услуг, и создание рабочих мест, и много чего другого. А мы часто не слышим и отсекаем вот такие профессиональные сферы. Вот я бы выделил отдельно предпринимателей, у которых есть свой запрос, есть активная позиция, часто они готовы двигаться вперед, им просто нужна небольшая поддержка и то, чтобы тоже было понимание, что их слышит власть. Мы, кстати, большое внимание этому уделяем в рамках работы по
повышению открытости, развитию инвестиционного климата, работы Координационного совета по предпринимательству при главе, который много вопросов рассматривает. А вторая такая целевая аудитория, которой я считаю, что мы должны больше внимания уделять, это молодежь. Тоже вот если мы посмотрим на отчете, в основном, конечно, все равно взрослое, зрелое население, да, старшее поколение. Молодежи часто это неинтересно. Часто они, бывает, что и стесняются при старших так вот сильно выступать. И мы как бы не слышим голос молодежи, а это очень важно. И я думаю, что отдельно вот мероприятие по тому, чтобы молодежь услышать, понять запросы, с ними вместе спланировать развитие родного поселка или села, это, наверное, даже более важно, чем те вопросы, которыми мы часто занимаемся. Поэтому вот я в таком пробном режиме в этом году встречался с активистами молодежными, но думаю, что нам нужно тоже это направление усиливать и именно вовлекать не в постановку вопросов, а в поиск решений, чтобы решения находились на месте, нами вместе с активными слоями населения, которые готовы потом их реализовать. Тогда эффект будет особенно хороший. Замечательно. Еще один звонок, но перед этим позвольте напомню номера телефонов. По телевидению вы видите это на своих экранах, а радиослушателям позвольте напомнить 32 2066, 32 11 66, номера прямого эфира. Премьер-министр республики у нас в эфире. Очередной звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Иванов Петр Николаевич, Тапинского УСа. Здравствуйте, Петр Николаевич. Я, Владимир Викторович, поздравляю вас с выходом на прямой эфир. У меня есть один вопрос. Я являюсь переселенцем Той-Хая Мирнинского района. А это Той-Хая только у меня числится в паспорте. Сейчас вы, как знаете, под водой все. И восстановлены ли будет льготы Той-Хаинцам? Спасибо. Спасибо, Петр Николаевич, за вопрос. Я сейчас точно не отвечу. Я запишу, давайте, и тоже обратную связь дам. Я думаю, что вам, когда вы дозвонились, операторы ваши контакты взяли, чтобы вам обратную связь дать. Я понимаю значение этого вопроса и того, что вынужденные переселенцы из тех населенных пунктов, которые затоплялись при строительстве каскада гидроэлектростанций по территории республики, вынуждены были расселиться. Вот у вас это Кёль, Татинский улус, очень хорошо помню, в прошлом году там был, и сейчас буквально сегодня с депутатом Яковом Ананьевичем, депутатом, обсуждали, что нужно тоже весной будет в Татинский район еще раз мне приехать, чтобы обсудить то, как продвигается решение вопросов. Но по конкретно вашему вопросу я зафиксирую и информацию более точную дам, как статус жителя затопленного поселка, какие льготы сейчас есть и какие мы планируем, как мы видим их развитие в дальнейшем. Спасибо. У вас, уважаемые зрители и радиослушатели, буквально минут 15-16 на то, чтобы успеть со своим звонком к нам в студию и задать вопрос председателю правительства. Владимир Викторович, интересная тема, про которую вы начали эфир, и сейчас перед звонком мы это обсуждали, Инстаграм. Весьма интересно, вы приняли решение это вести, весьма уникальная практика. Обычно чиновники, побаиваются, чего скрывать, обычно негативных комментариев много, народ любит просто так, даже без повода критиковать. А у вас, если, например, почитать комментарии, очень позитивные вещи пишут, желают удачи, успехов, очень такое настроение у вас особое в Инстаграме. Как вы поставили эту работу, как будете вести дальше и что это вам дает? Я действительно считаю это важным, и важным, еще раз повторюсь, потому что нам нужно общаться с нашими жителями не там, где нам удобно, а там, где удобно жителям. Если у нас наши жители Якутии, я честно вам скажу, до того, как я
не переехал в Якутск, у меня не было профиля даже в Инстаграме, потому что я привык больше пользоваться Фейсбуком, ну или профессиональными средствами коммуникации, почта или там WhatsApp. Но приехав сюда, запросив информацию, чем пользуются сами люди, сами жители, я узнал, что первое место занимает Инстаграм. Ну и поэтому зарегистрировал профиль и стараюсь по мере сил и времени что-то выкладывать, делиться той информацией, которая мне кажется интересной. Я тут не совсем соглашусь, что у меня только позитивные комментарии разные бывают, вот, и это нормально, потому что, безусловно, есть люди с разным настроением приходят, разные впечатления у них, и они часто даже не связаны с моими публикациями, просто пришел человек огорченный или там расстроенный чем-то, ну, и слава богу, написал что-то на странице моей, мне не жалко. Я никогда не удаляю, если там нет нарушений законодательства и каких-то некорректных призывов, всегда оставляю, потому что, ну, есть и есть. Раньше на заборах писали, сейчас заборы более чистые, пишут на стенах у разных людей. Другое дело, что я планирую наращивать, конечно, эту работу, потому что я тоже сейчас вот анализировал, что вот я вернусь к молодежи, что молодежь часто использует не Инстаграм и не Фейсбук, а использует ВКонтакте. Я пока ВКонтакте вот сейчас только так возобновляю активность, но думаю, что в ближайшее время буду наращивать и в том числе прямые эфиры ВКонтакте начну проводить и как-то вот более активно вовлекать, потому что опять есть целый пласт людей, которым удобнее в этой среде общаться. Ну, значит, нам тоже нужно общаться и в этой среде тоже. Вот. И вообще я считаю, что это вполне нормальный и нормальный элемент жизни, работы публичного человека, когда тебе нужно на прямой диалог выходить, отвечать в том числе и на не всегда удобные вопросы. Иногда на вопросы, на которые ты не знаешь ответа. Просто, мне кажется, здесь главный рецепт – это честно, искренне и без каких-то там приукрас об этом говорить. Вот даже сегодня мне задают вопрос, я действительно не знаю, как устроен тот или иной нюанс, но и думаю, что никто не обижается на то, что я не могу прямо дословно с цифрой воспроизвести. Важно, что я слышу, фиксирую, потом даю обратную связь или говорю мое мнение и те подходы, которые мы будем применять в целом к решению такого рода проблем. Думаю, что это важный мне, по крайней мере, представляется правильным такой подход, и я планирую его, конечно, продолжать и развивать. Спасибо. Звонок. Уважаемые зрители, радиослушатели, вы дозвонился еще один зритель, слушатель. Пожалуйста, вы в прямом эфире слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Протопопов Руслан Иванович, Якутска. Здравствуйте, Руслан Иванович. Проблема вот по арктическому улусу, по Верхоянскому. Ну вот, допустим, в основном сейчас проблемы поднимаются в центральных районах по транспортной доступности, по дорогам, а там люди более скромнее или не может до вас дозвониться, до правительства. Ну, я пытаюсь сколько раз этот вопрос поднимать, там доступность транспортная с районным центром, это села Сартанг, Долкалах, Сордах, Орлах, никакой дороги там нету, только летом до 60-80 километров только моторная лодка по реке Сартан и Долкалах. Это очень рискованно, вообще люди там и рискуют, и малые, и больные, и старые. Вот. А там, на самом деле, до этих сел можно построить достаточно строительного материала рядом, только лес надо немножко почистить. Вот. А почему-то этот вопрос не могут еще решить. И до сих пор, хотя бы съездили, я не слышал, что этот вопрос обещали начать строить. Вот. Я просил бы вас обратить на этот вопрос. Там на самом деле большой проблемы нет и строить грунтовые дороги до этих сел. Ну и там дальше можно использовать недропользователя по металлу. Они там недалеко, 100 километров от Юнкюри находятся. И дальше можно было бы, используя, частное правительственное государственное партнерство, можно было бы начать и вообще это строительство дороги же, вы сами все говорим, мы что в программе и все говорят, что это основа развития, социального развития зависит от
от дороги, транспортной доступности. Спасибо. Спасибо, за Руслан вопрос. Иванович, за вопрос. Ну вот я уже говорил, чуть подробнее остановлюсь. У нас есть механизм поддержки строительства такого рода, строительства региональных дорог через Дорожный фонд республики. Каждый год определенная сумма, она фиксируется, и она распределяется на конкурсной основе. То есть район должен подобрать заявку, выделить из нее приоритетную, оформить, в некоторых случаях разработать проект строительства дороги, и после этого подать ее официально в Министерство транспорта республики, и после этого, конечно, у нас количество заявок существенно превосходит объем средств, но мы распределяем на этот год, на следующие годы по тем заявкам, которые поступают. Именно по строительству данной дороги в Верхоянском районе я запишу и узнаю ее статус, но здесь главное – это правильная организация работы на уровне района, потому что, конечно, нам в республике сложно, и мы не собираемся принимать решение, где важнее строить дорогу, в одном населенном пункте, в другом. Это задача районной власти, местного самоуправления, для того, чтобы приоритеты сформулировать и соответствующую заявку в республику, в Министерство транспорта республики направить. По данной конкретной дороге еще, конечно, буду вникать, потому что я с вами абсолютно согласен, что дорога – это ключ к развитию, и особенно в тех местах, где есть потенциал промышленного освоения, где есть потенциал создания новых предприятий и привлечения дополнительных инвестиций, конечно, нужно их в приоритетном порядке строить. И при соответствующем оформлении, думаю, что мы в ближайшее время сможем этот вопрос также решить. Но по конкретным срокам я подниму фактуру и от района запрошу информацию, была ли заявка и каким образом, какую оценку на конкурсе она получила. Спасибо. Владимир Викторович, эфир интересный, динамичный. Давайте продолжим, но осталось времени не так много, меньше минут 10. Давайте поговорим о глобальном, о насущном, да, что беспокоит сейчас жителей не только Якутии, но и, наверное, всей страны, всего мира. Неспокойная ситуация на планете, коронавирус, падение цен на нефть, что повело за собой падение рубля. Народ, конечно, беспокоится, спрашивает, отразится ли это на жизни республики, на бюджете нашего региона. Что скажете? Республика Саха-Якутия – часть России, Россия – часть мира, поэтому, конечно, на нас тоже отразится те события, которые в мире происходят. Буквально сегодня была проведена комиссия под руководством главы республики. Мы достаточно серьезные меры будем принимать по тому, чтобы ограничить распространение, не допустить распространения вируса на территории республики. Отменены все массовые мероприятия. Мы решили такую планку ввести, более 200 человек, которые будут ограничены проведением мероприятий, которые требуют большого количества приезда участников из других стран или из других регионов Российской Федерации. Серьезные очень профилактические меры, связанные с санитарной обработкой, с применением средств дезинфекции также будут применяться. Но это то, что касается непосредственно... Да, и мы сейчас приняли решение о том, что школы до весенних каникул будут работать в текущем режиме, а уже после каникул будем анализировать ситуацию, принимать решения по возможности перехода на дистанционный формат в случае обнаружения случаев инфицирования на территории республики. Это что касается непосредственной ситуации с заболеваемостью и с эпидемиологической ситуацией в Якутии. Одновременно мы встроены в мировую экономику, и, конечно, нас коснется эта ситуация. Существенно упала цена на нефть, растет курс доллара. Это негативно влияет на покупательную способность наших граждан. Это неизбежно, потому что импортные товары будут расти в цене. Тем не менее, мы видим, что на федеральном уровне исчерпывающие меры применяются по поддержанию стабильности финансового положения, гарантировано в полном объеме выполнение всех социальных обязательств и на федеральном уровне, и на уровне республики. Здесь беспокоиться не о чем. И в целом наша система достаточно устойчива. Уровень государственного долга в республике находится на стабильно низком уровне. Мы имеем возможность наращивать при необходимости. И мы в целом, наша экономика росла в последнее время быстрыми темпами.
темпами, и мы набрали необходимый такой потенциал для того, чтобы проходить внешние стрессы. В то же время мы понимаем, что основная продукция наших предприятий, сырье, реализуется за рубеж, реализуется в зависимости от мировой конъюнктуры, поэтому, конечно, мы с большой озабоченностью смотрим, особенно на рынок мировой алмазов. Он находится под ударом, потому что предметы роскоши, бриллианты, наверное, первое, на что сокращаются расходы у людей. Да. Вот, мы видим непростую ситуацию в компании «Алроса», которая была в 2019 году, и она усугубляется в 2020 году, что, конечно, не может не отразиться на наших доходах. Мы видим сокращение поступлений потенциальное от нефти, но оно может быть сбалансировано более высокой стоимостью доллара, поскольку в долларах котируется стоимость. Видим, что золото в целом, наверное, имеет потенциал к росту, а мы видели, что в последние годы золотодобывающая промышленность активно очень развивалась, установила ряд рекордов. То есть такое множество факторов влияет, мы все сценарии просчитываем для того, чтобы быть готовыми к ним, в том числе те меры, которые будут направлены на поддержание предприятий во избежание кризисных ситуаций. Но еще раз хочу вернуться, что в целом ситуация достаточно стабильная, она угрожающая, негативный сценарий, но она не рискует дестабилизироваться и в какой-то такой кризис перейти неуправляемый. Вот. И, безусловно, все социальные обязательства будут выполняться вне зависимости от того, какой конъюнктуры мы будем ждать на мировых экономических рынках. Спасибо. Еще одна большая тема, над которой дискутирует население России, Якутии в том числе, безусловно, это поправки в Конституцию. Парламент наш рассматривал, одобрил эти поправки, и разное мнение у населения. Какое ваше мнение по этому поводу? Что скажете по этой довольно большой теме? Ну, действительно, она не просто большая, это исторический момент, потому что впервые в новейшей российской истории вносятся поправки в Конституцию Российской Федерации. Они носят абсолютно взвешенный, сбалансированный характер. Они отражают те изменения, которые произошли и в социальной политике, потому что они фиксируют гарантии граждан на достойное социальное обеспечение и социальный, то есть сам факт того, что социальные гарантии впервые прописываются в Конституции, это огромный шаг вперед в сторону реализации на практике принципов социального государства. Они абсолютно своевременны с точки зрения корректировок структуры органов власти, в первую очередь федерального уровня. Я напомню, что одним из инициатив будет повышение участия регионов в принятии ключевых государственных решений, и это тоже соответствует назревшей реальности. Многие эксперты констатировали, что в последнее время перекос немножко начинает смещаться в сторону федерального центра. Как ответ, президентом Российской Федерации внесены поправки, которые роль регионов в принятии ключевых решений будут усиливать. Ну вот больше всего в республике обсуждаются поправки, связанные с языками, и здесь я хочу подчеркнуть, что тоже впервые в Конституции в явном виде сказано о равноправии всех языков, при том, что понятный также акцент ставится и на развитие русского языка как равноправного среди всех народов многонациональной Российской Федерации. Очень такая сбалансированная и точная формулировка предложена. Ну и целый ряд других поправок есть. Тут обсуждается много поправок, связанных с федеральными территориями. Не вижу, честно говоря, оснований для тех опасений, которые высказываются, потому что федеральные территории были, есть, и это вполне нормальная ситуация, которая в практике уже есть законодательной, и тот факт, что в Конституции они находят эта практика свое отражение, на самом деле не меняет и не вводит ничего нового, она просто фиксирует уже сложившуюся ситуацию. И, на мой взгляд, искать здесь какие-то причины для искать здесь серьезные риски, это скорее вопрос такого искусственного раздувания ситуации. Еще раз повторю, данный пункт в Конституции, он не вводит принципиально новых отношений, он просто фиксирует на уровне Конституции ту ситуацию, ту практику
по регулированию территории, в том числе на федеральном уровне, которая уже и так сложилась, и так действует на территории Российской Федерации. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу еще раз подчеркнуть значение этого события и напомнить, что 22 апреля это, я считаю, что наша гражданская обязанность каждого из нас активно выразить свою позицию, высказаться по поводу предложенных президентом Российской Федерации поправок, проголосовать во время всеобщего голосования 22 апреля. Спасибо. Ну, на этой твердой громкой ноте, Владимир Викторович, завершим наш эфир. Уважаемые телезрители, радиослушатели, итоги отчета правительства, предварительные итоги отчета правительства и многие другие важные вопросы сегодня в студии с нами обсуждал председатель правительства Якутии Владимир Викторович Солодов. Владимир Викторович, позвольте поблагодарить вас за уделенное время, за открытость, за очень грамотный, динамичный эфир. Благодарю вас. Спасибо. До новых встреч в эфире и в жизни. Да, до свидания, уважаемые зрители, радиослушатели, до встречи. Отчет правительства. В студии был председатель... Представители некоммерческих организаций, общественники и молодые лидеры. Их интересные и эффективные проекты сегодня решают многие социальные проблемы общества. Реализуя свои инициативы, они стали движущей частью развития городов и сел Якутии. За каждым команда смелых и амбициозных. Решение социальных проблем, повышение качества жизни, реабилитация, образование, культура и поддержка молодежного движения. Научитесь оформлять мечту в идею, а идею в проект. Научитесь работать в команде. Теперь в ваших руках лучшие техники по решению социальных проблем. Всесторонняя поддержка и помощь государства. Шаг за шагом вы обязательно добьетесь успеха. Помогайте эффективнее и меняйте мир к лучшему. Сбор идей продолжается. Не упусти свой шанс. Действуй, побеждай, реализуй. Узнай больше на сайте «Президентские гранты РФ». Мне не знакомы такие модные слова, как депрессия, скука, лень или «начну с понедельника». И не понимаю людей, которые привыкли откладывать на потом. Я благодарен каждому дню и тем, кто разделяет мои увлечения. Каждый день мы ставим себе новые цели. Никто не говорит, что будет легко. Будет сложно, будет дьявольски сложно. Но все мы в состоянии справиться даже с самой нерешаемой задачей. Среди нас нет слабых, старых или слишком молодых. Вместе мы одна семья, не только на снежных полях, но и в жизни. Тебе кажется наше увлечение опасным? Просто приди и попробуй. Мы знаем одно – начинать надо сегодня. С нами может измениться каждый. Коллеги, здравствуйте. Рефинансирование – это, по сути, перекредитование, но уже на более выгодных условиях. Конечно, это потребует определенных усилий в подготовке пакета документов. Для начала вам необходимо узнать, в каком банке более выгодный курс процентной ставки по рефинансированию ипотеки.